Сегодня, в эпоху цифровых технологий и климатических вызовов, важно знать и уметь замерять параметры окружающей среды. Началом экологической лаборатории может стать твой карманный телефон и простейшие измерительные приборы, которые можно применить как в школе, так и дома. Например, ты можешь скачать с Google Play или App Store приложение для определения уровня шума и освещенности в помещении. Определение искусственной освещенности в классе осуществляется на рабочих поверхностях. В школе уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам. Сильный, продолжительный и особенно постоянный шум, скрытый и опасный враг человека и многих живых существ. Измеряя шум, можно себя обезопасить. Если ты хочешь измерить температуру, влажность и давление в помещении, нужно приобрести или взять в школьной лаборатории простейшие приборы – термометр, гигрометр и барометр. Термометр должен быть в каждом классе. Если ты хочешь узнать, какие температура, уровень влажности и давление вне дома, также скачай приложение из Google Play или App Store. Влажность в помещении должна составлять от 40 до 65%. Если влажность ниже, это способствует иссушению оболочек дыхательных путей. При влажности выше 65% может развиваться плесень. Когда выйдешь на улицу, обрати внимание на растения, животных и насекомых, живущих в твоем районе. По состоянию живого вокруг ты можешь понять состояние среды. Экосистема может находиться в зрелом, разрушенном и восстанавливающемся состоянии. Параметры состояния будут разными для антропогенных и для естественных систем. Узнать о том, какие животные есть в этой экосистеме, а также ее состояние, тебе помогут следующие определители. Эти приложения также скачиваются с Google Play и App Store. Определитель SIG позволяет определять различные виды животных, а определитель PlantNet – определять растения. Чтобы определить животное или растение, наведи на него камеру телефона и сфотографируй. На экране появится подробная информация о живом существе. Например, для южных областей Кыргызстана наличие деревьев грецкого ореха разных возрастов, а также трехярусного подлеска будет индикатором зрелости экосистемы. Когда большая часть подлеска заменяется крапивой или розой каканской, это говорит, что система находится в разрушенном состоянии и восстанавливается. Больше информации смотри на сайте Biome. Измерения через приложение несовершенны, но они позволяют нам разобраться в параметрах среды и понять, как можно улучшить ее для учащихся. При выборе приложения обращайте внимание на рейтинг. Оценки 4 и 5 звезд, как правило, ставят корректно работающим и удобным в использовании приложением. Учись наблюдать за живой природой, здоровая природа тебя защитит.